Раз, два, три. Так, звук есть? Есть. Видно, да, меня? Слышно, да? Здравствуйте, коллеги. Я рада вас всех приветствовать. Меня зовут Севякина Мария. Я являюсь методистом Республиканского методического центра по развитию национальной системы квалификации в Институте развития образования. Сегодня мы проведем установочный вебинар к социологическому исследованию «Профессиональные намерения выпускников 9-11 классов Республики Коми». Этот мониторинг проводится уже на протяжении нескольких лет, он является ежегодным и очень хорошо вам знаком. Все результаты данного мониторинга размещены на официальном сайте Института развития образования в разделе «Сопровождение системы образования, профессиональное образование, мониторинги и исследования». Вы видите ссылку на слайде и всегда можете получить там данные прошлых мониторингов. В этом году... Ой, извините, пожалуйста. Данный мониторинг проходит в рамках исполнения плана мероприятий, направленных на реализацию распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования. Данный мониторинг проводится с целью выявить профессиональные намерения и планы на продолжение образования выпускников 9-11 классов, а также детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна цель, которую мы преследуем, проводя данное социологическое исследование, это активизировать позиции выпускников в процессе профессионального выбора. Данный мониторинг включает в себя исследование не только профессиональных предпочтений обучающихся 9-11 классов, но также исследует и другие вещи. Это, например, мотивы выбора профессий, да, как внешние и внутренние мотивы учащихся. То есть мы должны понимать, по какой причине учащийся выбирает ту или иную профессию. Также мы исследуем устойчивость профессиональных намерений. Это когда учащийся точно понимает, какие требования к нему выставляет данная специальность. Он осознает свои возможности к выполнению данной профессии и стремится преодолеть трудности для того, чтобы реализовать себя в профессии. Устойчивость, пути получения профессионального образования. В ходе выполнения данного мониторинга учащиеся определяют, куда бы они хотели пойти учиться. Это либо организации среднего профессионального образования, либо организации высшего образования. Учащимся необходимо точно понимать, какого уровня образования требует данная специальность. На это должны быть направлены также профориентационные мероприятия в вашей образовательной организации. Мы также исследуем факторы затруднения выбора профессии, как внешние факторы, так и внутренние. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что у учащихся не хватает определенных знаний о профессии, о ситуации на рынке труда, либо учащиеся не оценивают свои способности, либо не знают, какими способностями должен обладать человек определенной специальности. Также в ходе исследования мы можем оценить профориентационные мероприятия, которые проходят в вашей образовательной организации. Эти мероприятия могут быть как пассивной формы, так и активной, индивидуальной, либо групповой. Очень важный вопрос – это то, что мы исследуем состояние здоровья и его учет при выборе профессиями учащихся. Результаты нашего исследования помогают нам не просто выявить и проанализировать профессиональные намерения, но и также составить рейтинг востребованных специальностей профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Также подготовить методические рекомендации для эффективной профориентационной работы в общеобразовательных организациях. И спрогнозировать конкурс при поступлении в учебные заведения Республики Коми.
Как принять участие в данном социологическом исследовании? На слайде выделена ссылка. Это та ссылка, по которой вы можете пройти и заполнить анкету. Анкету заполняют учащиеся 9 и 11 классов. Участие в мониторинге анонимное, поэтому дети смогут свободно себя чувствовать и без страха проходить исследования. Если у вас не сохранилась ссылка, вы всегда можете ее найти на сайте Института развития образования в разделе «Новости», а также в разделе мониторингов есть программное обеспечение для анкетирования. На слайде представлена как бы визитная карточка, да, самого мониторинга, это изучение профессиональных намерений. И вы заметите, что когда она открывается она 1 февраля, то есть 1 февраля вы можете принять участие и заполнить. Детям будут предоставлен ряд вопросов. Данная система предоставляет перед собой ряд вопросов, отвечать нужно на каждый, его нельзя пропустить. Есть вопросы, которые уже предоставляются ответы. Необходимо выбрать соответствующий ответ. Тогда вы увидите стрелочку. Есть вопросы, на которые можно ответить только одним ответом. Данные вопросы слева обозначаются круглыми кружочками, скажем, да. Есть вопросы, в которых могут дети дать два варианта ответа. Это вопросы с квадратными знаками. Хотелось бы сделать несколько рекомендаций. Во-первых, для того, чтобы дети удачно прошли мониторинг, вам необходимо обеспечить возможность прохождения как можно большего количества выпускников участия в данном исследовании. Дети могут пройти это исследование не только за компьютерами школы, но и также посредством лично технических устройств. Главное, чтобы это устройство могло обеспечить им выход в интернет. Как образовательной организации хотелось бы, чтобы вы помогли обеспечить детям психологически комфортную обстановку и возможность спокойного заполнения анкеты. В зависимости от выбора учащимся количество ответов и вопросов может отличаться, поэтому некоторым детям понадобится немножко больше времени. Не нужно оказывать никакого психологического давления на выбор испытуемых. Учащиеся должны четко делать свой выбор, не навязанный куратором. И очень бы хотелось бы, чтобы учащимся оказали информационную поддержку, если они в ней нуждаются. Некоторые вопросы могут требовать каких-то комментариев, тогда нужно им помочь. Если же у вас возникли какие-то вопросы к нам, то вы всегда можете обратиться ко мне, как методисту Республиканского методического центра, и мы поможем вам сориентироваться, найти данную методику и удачно пройти наше исследование. Хотелось бы отметить, что по результату мы собираем до 22 числа анкеты. После этого они будут обрабатываться, и мы проведем окончательный вебинар информационный, где мы расскажем о результатах и дадим рекомендации по поводу организации профориентационной работы в вашей образовательной организации. Я думаю, что никаких сложностей у нас возникнуть при прохождении мониторинга не должно, потому что мы выполняем уже не первый год, и он не претерпел сильных изменений. В этом году произошло его обновление, но сама форма осталась прежней и уже многим знакома. Если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, их пишите, я на них отвечу. Если же вопросов нету, то большое спасибо всем за внимание и за сотрудничество. Я надеюсь, что мы охватим как можно большее количество учащихся в этом году. Ссылку отправлю, конечно, размещу ее вот здесь же в ответах.
И в случае чего ссылку вы можете найти на официальном сайте Института развития образования в новостях. Она появится буквально сейчас. Вот уже выкладывают. Ссылку спасибо. Еще есть какие-то вопросы? Мгм. Так, всех спрашивают, всех ли посадить за компьютеры. Я думаю, что во многих сейчас школах есть компьютерные классы. Мы можем попробовать организовать процесс заполнения анкеты на уроках, например, информатики. Данное исследование не займет много времени, поэтому я думаю, что это возможно. Если же такой возможности нету, у большинства учащихся сейчас есть средства личной связи, да, это сотовые телефоны, планшеты. Если у них есть выход в интернет, они могут пройти данные исследования самостоятельно. Ага. Вот Василий Иванович пишет, что сразу информатику, ну, может быть, можно как-то по-другому это организовать. Вместо литературы. Я думаю, что данный вопрос может решить директор вашей школы, потому что мониторинг проводится, и он очень важен, он дает большие перспективы на будущее, поэтому я думаю, что можно найти, выделить 5-10 минут для того, чтобы учащие заполнили данную анкету. Если ребенок отказывается от участия, да, конечно, наверное, такое возможно, но ваша задача все-таки как кураторов, как учителей пробовать детей убедить принять участие в данном исследовании. Если же ребенок категорически не согласен, то, конечно, мы ничего с этим сделать не можем. Так как участие анонимное, может быть, он и согласится, потому что никто не узнает, что именно он ответил. Угу. Как обычно, пройти за него, я думаю, что это не самый лучший вариант, потому что, к сожалению, потом у нас не всегда ясная картина по профессиональным намерениям учащихся. Спасибо всем большое за внимание. Угу. Да. Угу. Спасибо большое. Еще раз спасибо за сотрудничество и ждем ваших результатов. До свидания.